По поручению председателя Госсобрания Илтумен Алексея Ильича Еремеева рабочая группа Госсобрания Илтумен, это депутаты Семенов Дмитрий Александрович, Семенов Аркадий Анатольевич и я, поработали в Совете Федерации и Государственной Думе Российской Федерации. В Совете Федерации мы встретились с Алексеем Петровичем Майоровым, председателем аграрно-продовольственной политики и природопользования, где обсудили вопросы охраны лесов от лесных пожаров. И в конце недели как раз прошла комиссия под руководством сенатора Воробьева, посвященной этой тематике. Республика Саха-Якутия, Госсобрание Илтумен внесли ряд предложений по совершенствованию отношений именно в лесной сфере. Были, конечно, ряд совещаний, встреч с нашим сенатором Александром Константиновичем Акимовым, тоже посвященной этой тематике. В Государственной Думе Российской Федерации мы познакомились и отработали в нашем профильном комитете. Возглавил народный депутат Кобылкин Дмитрий Николаевич новый комитет экологии, природопользования и охраны окружающей среды. Мы с ним наметили общие планы системной работы по совершенствованию законодательства. Республика имеет ряд предложений. Выработали основные направления, по которым будем сотрудничать. Дмитрий Николаевич принял очень так нас тепло. Встреча прошла продуктивно. Ну и, конечно, договорились о выездном заседании комитета Государственной Думы в Республике Саха-Якутия, потому что в республике есть ряд вопросов, которые можно обсудить именно здесь, а именно вопросы охраны вечной мерзлоты. Республика здесь пионер, я подчеркиваю, только мы имеем соответствующий закон, и сейчас на российском уровне будет приниматься федеральный закон. Кроме того, провели встречу депутатам Николаевым Николаем Петровичем, он проводил национальный лесной форум в Республике Саха-Якутия. Он тоже будет заниматься вопросами климатической повестки Российской Федерации. По этой тематике тоже договорились о совместной работе. У Галины Иннокентьевны Данчиковой обсудили совершенствование законодательства в водной сфере, так называемый водный кодекс, где были внесены поправки, запрещающие строительство в зонах затопления. Рабочая группа во главе с Галиной Иннокентьевной, мы тоже принимали участие, внесли предложение в Водный кодекс Российской Федерации. Он уже рассматривается Государственной Думой и должен быть принят до конца года. Суть поправок в том, что мы даем возможность строиться людям в зонах затопления при поднятии уровня застраиваемой территории. Это, конечно, менее затратно, чем строить гидротехнические сооружения. Либо строиться можно, это жилые дома, либо объекты социально-культурного назначения на сваях в зонах затопления. Вот этой нормы не было, и норму, которую внесла республика, учли, и это даст возможность людям застраиваться в зонах затопления. Мы провели ряд встреч с Валуевым Николаем Сергеевичем, это тоже наш давний друг Республики Саха-Якутия. Он сейчас работает первым заместителем председателя комитета по туризму, туристической инфраструктуре. Тоже пригласили в республику, будем с ним прорабатывать ряд вопросов. Профильный комитет наш по туризму тоже будет с ним отрабатывать. Работа прошла очень плодотворно. В Государственной Думе пришли новые политики, новые депутаты. Республику Саха-Якутия знают очень хорошо, и нашу делегацию приняли вообще замечательно.